третью серию программы «Беспредел» хотелось бы начать словами. Смотришь порой на происходящее и думаешь, у Фемиды что, глаза завязаны. Сергей Фищенко, его семья, адвокаты, сотрудники фирмы «Акиф» написали уже более сотен писем во все правоохранительные органы, но, увы, их никто не слышит или уже не хочет слышать. Письма, адресованные в Генеральную прокуратуру, остаются без рассмотрения. Около 10 писем было направлено на имя президента в посольство Российской Федерации в Кыргызстане, но ответа нет. Дочь Сергея Фищенко специально прилетела с Москвы и через журналистов обратилась к Сооронбай Джейнбекову, где просила обратить внимание на уголовное преследование в отношении ее отца, но и после обращения была полная тишина. От безысходности сотрудники фирмы «Акиф» вышли на митинг у здания Генеральной прокуратуры, а Сергей Фищенко пошел на крайнюю меру, объявил двухнедельную голодовку, но и это не помогло сдвинуть с мертвой точки беззакония в отношении российского инвестора. После всего этого в голову приходит только одна мысль, что за этим уголовным делом стоят большие люди, которые заинтересованы в том, чтобы забрать действующий бизнес, который приносит немалый доход. Несмотря на угрозы, уговоры и предупреждения, мы продолжаем расследование по скандальному уголовному делу, связанному с фирмой ОСО «Акиф». В самом начале программы хотелось бы сказать о том, что на информационное агентство «Радар» и на главного редактора Карачач Шакирову подали иск в суд на сумму 2 миллиона сом. Исковое заявление звучит так. С апреля месяца 2019 года Шакирова, заявив о том, что провела полное журналистское расследование, являясь единственным учредителем информационного портала «Радар», подготовила и распространила ложные и порочащие честь и достоинство индивидуального предпринимателя Расула Кузикеева. Кузикеев в своем исковом заявлении просит обязать ОСО информационное агентство «Радар» и Карачач Шакирову опровергнуть сведения, порочащие его честь и достоинство, а также деловую репутацию. Заблокировать, а точнее удалить сайт и все ссылки в интернете, распространяющие ложные и порочащие его честь и достоинство. А самое главное, взыскать с Шакировой в пользу Кузикеева 2 миллиона сом. Основными фигурантами уголовного дела и нашего расследования являются двое людей. Это 22-летний Телек Аспеков и Расул Кузикеев. Про этих двух бизнесменов практически ничего не известно. Мы неоднократно пытались дозвониться до господина Кузикеева, но телефон не обслуживался. Адвокаты не дают его контактов, ссылаясь на то, что он, очень серьезный бизнесмен, и ему попросту нет времени до нас, журналистов. Место работы также неизвестно. К нам в руки попали протоколы допроса самого Кузикеева. Как говорится в народе, бумаги тоже могут говорить, но об этом чуть позже. Телек Аспеков. Самая загадочная фигура в этом деле. Молодой человек 95-го года рождения, проживает вместе с мамой и младшей сестрой. Ранее не судим, временно безработный. Работал в частных охранных агентствах. Ранее был учредителем компании «Альфа-Бест», которая выкупила право требования долга у Росинбанка кредитору «Акиф». Сейчас же генеральным директором «Альфа-Бест» является Жеңишбек Сатаркулов, который также представляет интересы Кузикеева. Жеңишбек Сатаркулов, бывший оперативный сотрудник милиции, владеет кыргызским, русским и турецким языками. В 2012 году искал работу помощника по хозяйству в Москве за 50 тысяч рублей в месяц. Эта информация получена с открытых интернет-источников. Сейчас, когда нас обвиняют в продажности и в том, что мы не объективно ведем наше журналистское расследование, мы решили показать протокол допроса тех, кто утверждает, что наше расследование и приведенные факты – это фантазия и выдумка. Начнем с самого первого допроса Телека Аспекова в стенах ГКНБ 24 мая 2018 года у старшего следователя Токтосунова в ГКНБ. На допросе он утверждает, что в фирме «Альфа-Бест» он номинальный директор, что к финансовой части и официальным документам он не имеет никакого отношения,
что все вопросы решал Расул Кузикеев со своими людьми. Аспеков подписывал документы, которые ему приносили, даже не вчитывался в них. Про фирму Акиф он слышит впервые и даже не был в курсе того, что его фирма Альфа Бест выкупила право требования долга и взяла кредит на сумму свыше $1 миллиона в Росинбанке. Про Кузикеева он рассказал, что они вместе тренировались в спортивном клубе, что он денежный байкеша, и он же предложил открыть фирму для того, чтобы заниматься поставкой продовольствия. Напомним, что в самом начале допроса он подписал документ об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной статьей 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Теперь рассмотрим его второй допрос уже у следователя финансовой полиции в ноябре 2018 года, где он говорит прямо противоположное, что рассказывал в ГКНБ. Следователь спросил, почему он поменял свои показания, на что Аспеков отвечает, что дать ложные показания были указанием его адвоката Мулдукулова, которого предоставил Кузикеев. Там же он рассказал, что знает фирму Акиф, что после открытия фирмы Альфа Бест Денис Сатаркулов нашел на сайте Росинбанка объявление о наличии проблемных кредитов. Аспеков заинтересовался данным вопросом. В списке проблемных кредитов значилась фирма Акиф, на которую он и положил глаз, и решил погасить кредит данного предприятия перед банком и заключить право уступки требования. В ходе переговоров сумма погашения кредита была оговорена с банком в размере $2 350 000 США для того, чтобы выкупить право требования долга. Аспеков вложил $50 000 из своих личных сбережений, 50 тысяч Денис Сатаркулов, а основную сумму в $900 000 США одолжил ему Расул Кузикеев, а остальная часть кредита была обеспечена залогом в виде здания по улице Байтик-Батыра. Теперь расскажем вам о здании по улице Байтик-Батыра, которую оценили в $1 350 000 США. Расула Кузикеева также приглашали на допрос в ГКМБ, где он рассказал о том, как выкупил право требования долга. Представители Расула Кузикеева утверждают, что никак не связано с Фаридой Аблимитовой, которая уже в течение 2 лет находится в розыске по факту мошенничества в особо крупном размере. На вопрос следователя, знает ли он фирму Акиф, Кузикеев ответил так. По поводу проблемного кредита он узнал от своего юриста Денишбека Сатаркулова, который был в нормальных отношениях с Фаридой Аблимитовой. Примерно во второй половине 2016 года Сатаркулов сообщил ему, что имеется проблемный кредит в Росинбанке. Необходимо отметить, что Расул Кузикеев через своего юриста Дениса Сатаркулова занял Фариде Аблимитовой денежные средства на сумму в $600 000 США. В залог она предоставила то самое здание по улице Байтик-Батыра. Спустя некоторое время, когда Аблимитова не смогла рассчитаться с проблемным долгом, то она начала предлагать 81% доли в уставном капитале ОСО Акиф. Однако ее доля не была зарегистрирована в Министерстве юстиции. В связи с этим он начал требовать здание, заложенное ранее. Кузикеев сказал, что здание на улице Байтик-Батыра де-факто принадлежит ему, но переоформить через госрегистр не может, так как данное имущество заложено фирмой Альфа Бест в Росинбанк, а при заложении данного имущества оно было зарегистрировано на внука Фариды Аблимитовой, Амаль Фади. По словам из допроса, Кузикеев заплатил Аблимитовой через ее внука Амаль Фади $1 140 000 США с учетом $600 000. Значит, это здание он выкупил за $1 700 000 США. Напомним, что в иске, который подал на нас Кузикеев, говорится, якобы мы обвинили его в том, что за ним стоит Фарида Аблимитова, а Кузикеев продолжает ее коварный план. Все озвученные факты мы получили из официального протокола допроса Кузикеева в стенах ГКМБ. Не кажется ли это странным, что показания Аспекова резко меняются? Почему в отношении него не работает закон о даче ложных показаний? Попытки захвата мясного павильона продолжаются, теперь уже с новой силой. 7 июня 2019 года на Ожский рынок пришел неизвестный мужчина в сопровождении более 30 молодых людей спортивного телосложения и сотрудников милиции Свердловского района.
Çıksın, ben böyle bekliyorum annenin özünü. Davay bana çıkın, telefon çıkın. Ben alıp çıkam. Ne geçeceğim? Çıkan demesi, ay babama çıkan. Sen çıkarsın. Ben senin de adamla, ben bir yakta adamla. Ben sana gel, tansan alayım. Ben bir yakta çoğu çıkarız. Çıkarız mı? Sen bile kurtarın bak. Yine kuzağa çıkarsa çıksın. Ben ne ayaktan kaçıp etmedim. Atanız mı? Anlayı da bırakın. Bastın mı? Çıkart Представился он как Алтынбек Сатаров, новый директор фирмы «Осо-Акиф», и в грубой форме попросил покинуть кабинеты действующих сотрудников мясного павильона. Только после того, как сотрудники мясного павильона вызвали милицию, всех забрали в УВД Ленинского района. Кстати, в тот же день на странице Компромат KG в социальной сети Facebook появилась интересная фотография находящегося в СИЗО Исмара Майсызова, который сидит за одним столом с криминальным авторитетом членом ОПГ Чингизом Джумагуловым по кличке Дö, которого обвиняют в тяжком преступлении. Сотрудники Акифа предполагают, что за захватом мясного павильона могут стоять ребята Джумагулова, но все эти факты остаются только догадками, пока не появится официальная информация пресс-службы МВД. Будем надеяться, что справедливость все-таки восторжествует, что правительство и народные избранники обратят внимание на творящееся беззаконие в стране, и у нас заработают законы, несмотря на объем кошелька и количество влиятельных знакомых. Мы продолжаем следить за развитием событий.